Глава 4. Дни в Дербенте. Подготовка к экспедиции в Дербент. Итак, перед новой экспедицией стояли две задачи: раскопать могильник на бугре Степана Разина и исследовать подводный конец Дербентской стены. Если первое сводилось к обычным археологическим работам, я еще не представлял, с какими трудностями придется нам столкнуться, то вторая требовала особой подготовки и прежде всего овладения техникой ныряния с аквалангом. Акваланг — изобретение поистине гениальное. Не стесняя человека в свободе движения, он дает возможность двигаться под водой легче, чем мы плаваем по ее поверхности. Но навыки, требующиеся аквалангисту, отличаются от тех, которые имеет обычный пловец. Кроме того, работа без напарника запрещается правилами техники безопасности. Следовательно, необходимо минимум 2 аквалангиста и 2 акваланга. Не стоит описывать трудности проникновения в плавательный бассейн, где обучали подводному спорту, потому что они лежат за пределами темы, хотя и имеют к ней отношение. Гораздо важнее для успеха работ были качества моего напарника, студента исторического факультета Гилиана Михайловича Прохорова. Он и студент, в дальнейшем именуемый просто Геля, в 1960 году поступил на первый курс после того, как прошел военную службу и имел трудовой стаж. Плавал он лучше меня, и мы прошли курс обучения подводному спорту. Инструктор страшно удивился, когда Геля отказался тренироваться для участия в соревнованиях, но, тем не менее, гонял нас обоих так, что мы научились как следует нырять и плавать. Первый день в Дербенте. Суббота, 5 августа 1961 года. Мы с Гелией и Андреем Зелинским приехали в Астрахань, где встретили Алексина, и прямо направились в Дербент. Там нам оказала теплое гостеприимство водно-спасательная станция, ее глава Василий Васильевич. Он поселил нас в одной из комнат домика, находившегося на окраине Дербентского пляжа, и разрешил использовать для работы экспедиции одну из спасательных лодок. Обосновавшись, мы вышли, как принято говорить в экспедициях, на объект. Каспийское море предстало пред нами совсем иным, чем в устьях Волги. Здесь не было ни минуты покоя. Огромные зеленые валы накатывались на скалистое дно, завихрялись и падали на песчаный берег. Теперь, когда море стояло на отметке минус 28 метров, понижение берега было плавным, но уже в 100 метрах от него глубина превышала человеческий рост. День был безветренный, что крайне редко на Дербентском побережье, и мы с Гелией, надев акваланги, отправились исследовать южную стену, развалины которой доходили до уреза воды. Тут мы столкнулись с первым затруднением в освоении методики подводной разведки. Когда мы погрузились в воду, то сразу потеряли друг друга из виду. Я то и дело высовывал голову, но не видел Гелиной головы. Он, как выяснилось по возвращении, поступал точно так же. Так и проплавали мы отдельно. Хорошо, что погода была тихая, и никаких опасностей не возникло, но на будущее следовало учесть возможность потеряться в воде, где видимость, несмотря на маску, ограничена. Результат первого заплыва был негативный. Развалины южной стены кончались на суше, не доходя до берегового обреза, то есть на абсолютной отметке около минус 26-25 метров. Это давало повод заключить, что южная стена вообще никогда в море не вдавалась, так как если бы ее нижний конец существовал, то мы бы увидели развал камней на скальной основе дна. Надо сказать, что сохранность южной стены и в наземной части очень плохая. Большей частью была уничтожена при постройке нижнего города у моря. Этот город не вмещался в древние границы и расширялся к югу. Но разрушение не могло коснуться морского дна, а если так, то в отсутствие остатков южной стены под водой
люди не повинны. Приходилось делать неизбежно вытекавший из наблюдений вывод, что южная стена была построена не одновременно с северной стеной, а тогда, когда уровень Каспия поднялся до отметки минус 25 метров или выше, и защищать море не было надобности. Но тогда рейд, защищенный цепью, никак не мог быть ограничен с юга продолжением южной стены, не имевшей к нему никакого отношения. Да и никакая цепь не могла тянуться полкилометра без мощных каменных опор, а таковых на южной стороне укреплений не было. Очевидно, описания арабских географов относились только к северной стене, поэтому мы пересели в лодку и двинулись к ней вдоль берега. Нижняя часть ее около железной дороги была разобрана, но обрез сохранившейся части шириною 4 метра выделялся среди темной южной зелени деревьев ярким серым пятном. Поравнявшись со стеной, мы устремили глаза вниз, и сквозь зеленую воду увидели огромные сасанидские плиты, лежащие на боку. Расстояние до берега было около 200 метров, глубина, как показал самодельный лот, 3,5 метра. Надев акваланги, мы опустились на дно и ощупали руками скользкие камни, к которым больше 1000 лет не прикасалась человеческая рука. Ширина развала плит, из которых стена была сложена, достигала 70 метров, а по обе стороны, к югу и северу, тянулась гладкая гранитная площадка, прикрытая тонким слоем мелкого песка. Она плавно понижалась к востоку до расстояния около 350 метров от берега. Дальше глубины начали возрастать очень быстро, следовательно, окончилась береговая терраса, показывавшая на продолжительное стояние уровня моря в ту эпоху, которую нам предстояло определить. На этом пришлось закончить наши работы в первый день, так как поднялся северо-восточный ветер, море замутилось, и мы поспешили на берег. Дербентский рейд славился своим постоянным волнением, из-за чего к нему избегают приближаться даже современные корабли. Насколько это правильно, мы вскоре убедились воочию. Второй день в Дербенте, воскресенье, 6 августа. Первой нашей задачей было разработать методику съемки на воде. Будь у нас достаточно людей и инструментов, это было бы довольно просто, но когда у 4 человек есть только горный компас с визиром, дело осложнялось. Однако Алексин нашел выход. За серым пятном среза стены виднелась башня, бывший минарет, примыкавший к сухой части стены. Таким образом, имелись 2 ориентира, совмещая которые мы визировали створ стены. Несколько южнее стены высилась водонапорная башня. Если установить лодку в створе стены и ориентировать компас, визируя одновременно водонапорную башню, то мы получали угол между этими 2 линиями. Алексин быстро высчитал соответствие углов с расстояниями от берега и составил таблицу, которой мы и пользовались остальное время. Допуск или величина ошибки при таких измерениях была около 10 метров, но при наличии постоянного волнения большая точность была недостижима. Да она была и не нужна нам, потому что нашей задачей было установление абсолютной отметки конца стены, а на расстоянии 10 метров глубина менялась всего на несколько сантиметров, что не имело никакого значения. В измерениях и расчетах прошло тихое утро, а к полудню снова поднялся ветер и заставил нас вернуться на берег. Стоянка лодки была в километре от места работ, и нам приходилось при каждом возвращении усиленно работать веслами на тяжелой морской лодке. Однако еще труднее была высадка на берег. Дно Дербентского пляжа очень полого и усеяно большими камнями. Уже в 20 метрах от берега лодка начинает задевать килем камни. Тогда надо спрыгивать и по пояс в воде подталкивать ее. Спрыгивают люди поодиночке, чтобы до конца использовать силу волны, набегающей на берег. Последние метры уже
все держатся за борта лодки и тянут ее с камней на песок. А потом наступает самое трудное. Надо вытащить лодку на сухое место, чтобы при волнении ее не смыло обратно в море. Тут кто-нибудь созывает всех желающих помочь, ибо для 4 человек эта задача непосильная. И под крики «раз-два» взяли и еще раз взяли, лодка выдворяется на место. Если же, а это бывало все дни, вытаскиванию лодки предшествовали 2-3 часа под палящим солнцем и 40-60 минут в воде и под водой, то даже мои крепкие и выносливые сотрудники, войдя в отведенную нам комнату, ложились и лежали 5-6 часов, будучи не в силах добраться до столовой в городе и пообедать. Зато, когда наступал вечер и пляж пустел, мы выносили наши тюфяки наружу, стелили их у моря и перед тем, как заснуть, смотрели на яркие южные звезды, слушая непрекращающийся гул волн. В эти часы мои товарищи забывали все невзгоды, и то, что вместо легкой работы на раскопках я заставил их нырять и плавать, и то, что я кричал при малейшей задержке в работе, и то, о чем будет рассказано в описании следующих дней. Да, несмотря ни на что, Дербентская эпопея — это одно из самых любимых наших воспоминаний. 3-й день в Дербенте, понедельник, 7 августа. С утра, прежде чем мы успели позавтракать, поднялся ветер. В этот день мы установили, что надо выходить в море не позже 5 часов утра, потому что уже к 8-9 часам волнение загонит нас на берег. А тут мы задержались, и в половине 7-го вынуждены были констатировать, что пробиться через волны прибоя нам не под силу. Делать нечего. Пришлось ограничиться прогулкой по берегу, но она оказалась тоже весьма полезной. На самом урезе воды, в нескольких метрах южнее створа северной стены, мы увидели большой развал диковинных плит, совершенно не похожих на сасанидские, тянувшиеся вдоль берега перпендикулярно стене, вытесанные из серого известняка длиной 1,9 метра, шириной 0,4 метра, толщиной 0,2 метра, они были украшены полуцилиндрами, представлявшими вместе с плитами монолит. Длина полуцилиндров колебалась от 1,2 до 1,7 метра, а высота от 0,3 до 0,5 метра. Было их довольно много, и они были перемешаны с обломками сасанидских плит. Установить, что они собой представляли и как сюда попали, не было никакой возможности. Волнение на море усиливалось, и мы решили подняться к крепости, чтобы не терять времени даром. Мы прошли сначала через русский город, раскинувшийся около железной дороги, шумный, веселый, деятельный. Затем поднялись по широкой улице, полной магазинов, где смуглые еврейские дети выбегали из всех переулков. Потом мы оказались в районе базара и удивились молчанию и покою, царившим в таком, казалось бы, оживленном месте. Горцы-мусульмане сидели группами в тени земляных стен, курили и молчали. Женщины и дети находились где-то за стенами и не нарушали тишины. Здесь кончился живой город Дербент, и начиналась лестница в город-музей, цитадель Дербентской крепости. Я не в силах передать впечатление от величия сасанидских стен, огромные плиты которых стоят века, без капли известкового раствора. Сквозь бойницы видны и море, и горы, в глубоких каменных подвалах мерцает вода, а кусты и деревья, силой жизни, заключенные в их крохотных семенах, высятся на культурном слое VI-XII веков. Нет, бессильны слова. Идем из крепости на горный склон, на котором видны могилы богатырей, живших и похороненных еще до Мухаммеда, как объяснили нам сотрудники местного музея. Мы подошли к надгробиям и узнали в них те самые плиты, которые в беспорядке валялись на морском берегу. Очевидно, когда-то потребовался материал для ремонта конца стены, и кто-то бесцеремонно воспользовался готовыми плитами.
Тут невольно вспомнился эпизод, случившийся здесь в 1587 году. Шедший однажды с севера караван остановился у стены на ночлег, чтобы утром, когда откроют ворота, идти дальше через город. Однако утром привратники убедились, что каравана нет. Верблюды обошли стену в воде. После этого шах Аббас I приказал соорудить в море, там, где глубины достаточно, чтобы их не могли пройти верблюды, большую башню и соединить ее с берегом стеной. Самое простое для строителей было взять плиты уже неохраняемых могил и перетащить их на место работ. Таким образом, мы истолковали совпадение наших утренней и вечерней находок, заодно отметив абсолютную отметку башни Аббаса минус 28,5 метра. Четвертый день в Дербенте. Вторник, 8 августа. Будто назло нам, буря усиливалась. О том, чтобы выйти в море, не могло быть и речи. Поэтому мы поставили опыт наблюдения с водонапорной башни. С вершины этого неуклюжего деревянного сооружения берег просматривался на расстоянии, значительно превышавшее то, которое нас интересовало. Зеленые волны в глубоких местах казались рябью, но, сталкиваясь с прибрежными скалами, находившимися на глубине 2-3 метров, они вспенивались и превращались в белых барашков. И вот мы ясно увидели, что на прямой линии в створе стены образуются точно такие же барашки, как у берега. Значит, волны нижними концами задевали о препятствие, которым могли быть только камни стены. Применив наши нехитрые измерительные приборы, мы отметили точки наибольших волнений, то есть наибольшие скопления строительных остатков. Самое далекое находилось в 300 метрах от берега и самое близкое в 100-150 метрах. Между ними был небольшой перерыв, где море было чуть спокойнее. Таким образом, мы определили пункты, на которые следовало обратить наибольшее внимание. Для их первичного исследования требовалось всего 2-3 дня тихой погоды, а ее не было. Наш хозяин, Василий Васильевич, лукаво улыбаясь, говорил нам: «Море не хочет выдавать свои тайны». И в тот момент мы были готовы поверить, что он прав. Но я помнил, что небольшой циклон проходил в течение 3 дней, а в том, что это был именно циклон, легко было убедиться по направлению ветра. Поэтому мы не теряли уверенности, что завтра выйдем в море. Время, освободившееся по вине погоды, мы использовали на осмотр северной стены. Было просто удивительно, как точно и четко чувствовали иранские архитекторы VI века размежевание ландшафтных зон. На север, насколько хватало глаз, простирается знойная, выгоревшая степь. Это вариант уже знакомого нам ландшафта, вытянувшегося языком между отрогами Кавказского хребта и берегом Каспийского моря. Он доходит до подножия Дербентской стены и кончается. К югу лежат склоны холмов, перемешанные зарослями орешника и какими-то причудливыми кустами. Здесь даже воздух другой, такой же горячий, но пряный и немного терпкий. Здесь другая жизнь, и другие культурные традиции ощущаются не только в каждом здании, а даже в каждом камне или обломке сосуда. Это место, где люди жили оседло и обороняли свою землю от северных кочевников. Хотя стена описана безукоризненно, мы все-таки наткнулись на один факт, которому сначала не придали значения. То тут, то там, южнее самой стены, в землю были вкопаны огромные глиняные амфоры. Сейчас многие из них разбиты, но остались ямы и черепки. Несомненно, это были сосуды для воды, необходимые защитникам стены. В жаркое время под прямыми лучами солнца без воды долго не продержишься, и персидские строители, учитывая трудность постоянного водоснабжения в условиях осады, подготовили водохранилища, в которых вода сохраняла прохладу и долго не портилась. Но мы еще не осознали важность этого наблюдения и связанных с ним выводов.
Наши мысли стремились к морю. 5-й день в Дербенте, среда, 9 августа. Утро было тихим. Зеленая гладь моря казалась пронизанной пунцовыми лучами восходящего солнца. В 5 часов утра мы столкнули лодку в воду и в 5:30 были уже в створе стены. Розовые лучи сменились оранжевыми. Солнце оторвалось от линии горизонта. Первая точка опускания находилась в 100 метрах от берега. Она нас задержала ненадолго. Мы установили контур развала плит. Он тянулся на 30 метров к северу и на 40 метров к югу при глубине 2 метра. Не задерживаясь, мы двинулись на следующую точку и тут сделали тактическую ошибку. Вместо того, чтобы пройти 100 метров и продолжать опускание, мы вздумали сразу подсечь конец стены со стороны моря. Собственно говоря, это было целесообразно при условии, что погода не изменится, а о последнем мы в увлечении работой не подумали. Итак, в 7 часов мы оказались на расстоянии 600 метров от берега и установили, что там, на глубине 5,5 метров, только ровное песчаное дно, без следов человеческой деятельности. Продвинулись на 100 метров Мористия, глубина 7,3 метра, и то же самое. Значит, здесь на абсолютной отметке минус 36 метров, самая низкая береговая терраса, и в VI веке было глубокое море. Мы вернулись на точку в 300 метров от берега и обнаружили конец стены. Это нас очень обрадовало, так как подводные наблюдения подтвердили наблюдение с водонапорной башни. Мористия был найден в створе стены только один большой камень со следами обработки, очевидно, оброненный там случайно. Техника съемки в этот день была далеко не совершенна. Сначала я плавал в тихой воде и через стекло маски рассматривал дно, устанавливая объект и задачу. Затем я влезал в лодку и брался за компас и дневник, а Геля, Прохоров, опускался на дно и дополнял визуальные наблюдения, ощупывая камни. Затем он выныривал и сообщал полученные данные, не отплывая с места подъема. Все тут же фиксировалось, после чего мы переходили на следующую точку. Основным недостатком этой методики была трудоемкость и, следовательно, относительная медленность работы. За это мы поплатились тут же. Около 9 часов с моря потянул ветерок. Началось волнение, со дна поднялся песок, видимость под водой снизилась, и пришлось заканчивать рабочий день. Пока мы совещались, принимали решения и садились на весла, ветер усилился настолько, что нас буквально понесло на юг. На берег мы выбрались уже с большим трудом, но результатами работы остались довольны. Самое главное, мы установили отсутствие насыпи или мола. Стены строились непосредственно на скальном основании дна. Следовательно, сведения арабских географов являются домыслами людей, пытавшихся объяснить непонятное явление — длинную стену, вдававшуюся в море. А если так, то с 6 по X век произошло поднятие уровня, потому что на глубине 5 метров ни тогда, ни позже люди строить стены не могли. В принципе, решение проблемы было достигнуто, но подводную съемку следовало завершить. 6-й день в Дербенте, четверг, 10 августа. На рассвете нас покинул Алексин. Бурная погода съела те дни, которые он мог выделить для совместной работы, а теперь его ждали заволжские степи. Нам было тяжело лишиться его помощи и советов, но наш хозяин, глава водно-спасательной станции Василий Васильевич, согласился выйти с нами в море и помочь нам, а то бы втроем нам не управиться. В это утро мы направились прямо к месту окончания стены. На меня произвела тяжелое впечатление внезапная рассеянность Гели. Он делал все, что было нужно, но автоматически, словно его мысли были далеко. Но я отбросил сомнения, потому что надо было грести, становиться в створ, брать азимут. Короче, мне было некогда обращать внимание на психологию. В это утро ветер поднялся раньше обычного.
Однако отступать мы не собирались. Первая попытка установить лодку на месте окончилась неудачно. Якорь вырвался из песка, и нас понесло назад, на юг. Мы вернулись и снова стали на якорь в створе стены. На этот раз якорь зацепился прочно, но канат был натянут как струна. При возвращении мы уклонились несколько мористей, чем было нужно. Глубина была 6 метров вместо 5 или 5,5. Я предложил Геле и Василию Васильевичу опуститься, осмотреть дно и сразу же вернуться для того, чтобы переместить лодку ближе к развалинам. Мне казалось, что я отдал приказание предельно точно. Да так оно и было. Геля с рассеянным видом надел акваланг и исчез под водой. За ним последовал Василий Васильевич, а мы с Андреем начали брать азимут и устанавливать свое место на плане. Прошло 10 минут, потом 20. Из воды никто не показывался. Ветер усиливался, и белые барашки забегали вокруг лодки. Наше недоумение перешло в беспокойство. Что случилось? Волны уже раскачивали лодку, как качели. Вдруг из воды показалась Гелина голова. Он махнул рукой и что-то крикнул, но ветер отнес слова на юго-запад. Мы жестами позвали его назад, и он погрузился снова. Еще раз он вынырнул, но немного дальше. Я понял, что его сносило волнами, потому что море было здесь взбаламучено до самого дна. Геля махал нам руками, и стало ясно, что он выбился из сил. Андрей бросился к якорю, чтобы пойти к Геле навстречу, но я, не отдавая себе отчета, почему я так делаю, оттолкнул его от якорного каната. Тогда Геля с искаженным от напряжения лицом вывернул плечо из лямки акваланга, сбросил тяжелый прибор и, словно на экзамене в бассейне, по всем правилам поплыл к лодке. Ни на войне, ни в заполярной тайге, ни в припамирских ущельях я не испытывал такого напряжения и ужаса. Но Геля выплыл сквозь волны, и мы с Андреем втянули его в лодку. Почти в тот же момент вернулся Василий Васильевич, и мы были снова все вместе. Оказалось, что Геля в своей задумчивости пропустил мимо ушей мою инструкцию. Вместо того, чтобы вернуться, не увидев камней, он отправился разыскивать стену и удалился от места стоянки. О своих переживаниях под водой он рассказал так. Когда я опустился на дно, то сразу понял, что мы бросили якорь слишком далеко от берега. Подо мной был голый грунт, и камней видно не было. Мне подумалось, что край стены все же должен быть близко, и я поплыл над самым дном по направлению к берегу. Я плыл и плыл, с силой работая ластами, и удивлялся тому, что плиты все не показываются. При ширине развала 70 метров уклониться настолько, чтобы плыть параллельно стене, было нереально. Так грубо ошибиться в выборе места стоянки нашей шлюпки мы тоже, казалось, не могли. Загадка заинтриговала меня. Мой манометр показывал, что воздух в баллонах использован лишь на 1/3, и я решил плыть вперед, пока не увижу камней, не пойму, в чем тут дело. Наверху крепчал ветер и усиливалось волнение. Это было видно потому, что вода все больше и больше мутнела. Но стена-то должна быть где-то рядом. Камни показались неожиданно близко и с неожиданной стороны, не спереди, а слева. Довольно ровная линия обреза стены приближалась ко мне слева и сзади и уходила в путь вперед и направо. Удивление мое возросло. Мне показалось, что линия эта не прямая, а дуга, пологая дуга. Я вынырнул на секунду на бурлящую поверхность, проверить, не ошибся ли я в направлении. Ошибки нет. Край стены шел не под прямым углом к берегу. Проплыв некоторое расстояние вдоль этого края, я убедился, что стена изгибалась. Ее обрез теперь стал параллелен берегу, и дальше вправо он снова плавно изгибался в сторону глубины. Я находился внутри огромной башни, имеющей со стороны моря проем, ворота, в которые я и проплыл. Этим все объяснялось. Сделав это открытие, я всплыл и помахал рукой сидящим в лодке, чтобы они завизировали точку моего нахождения. К моему удивлению, лодка оказалась гораздо дальше от меня, чем я предполагал. Небольшой щепочкой прыгала она на волнах, и я не знал, заметили ли меня Лев Николаевич или Андрей.
Стрелка манометра приблизилась к 30 атмосферам. Это означало, что я должен немедленно возвращаться. Погрузившись, я быстро поплыл к лодке. Скоро, однако, на половине вздоха прекратилась подача воздуха из баллонов. Стрелка манометра по-прежнему стояла около цифры 30. Несколько раз я пробовал высосать причитающийся мне воздух, но тщетно. От бесплодных вздохов только пережгло спазмы бронхи. Я всплыл, сделал судорожный вдох, причем гребешок волны залил мне рот, и в раздумье погрузился. Акваланг меня притапливал. Так удобнее при работе на дне, но теперь при волнующемся море, когда предательски кончился воздух, этот небольшой лишний вес отнимал много сил. Несколько раз я всплывал, махал рукой сидящим в лодке, до нее было 40 метров, и я видел, что они меня заметили, чтобы они подплыли ко мне. Некоторое время я погружался и всплывал, пока не заметил, что ветром и волнами меня сносит на юг, а они и не собираются поднимать якорь. Тогда я сорвал маску, отстегнул и сбросил тяжелый акваланг, манометр которого по-прежнему показывал 30, и, ругаясь, поплыл к лодке сам. Вот когда зимние тренировки в бассейне спасли жизнь человека и научные результаты экспедиции. Какое счастье, что я не дал Андрею поднять якорь. Вдвоем мы не успели бы направить лодку к тонущему товарищу. Нас пронесло бы мимо него со скоростью поезда, а о том, чтобы вернуться против ветра, не могло быть и речи. До берега было не меньше 300 метров, и усталому человеку проплыть такое расстояние было бы не по силам. Погибли бы оба аквалангиста, и вряд ли бы выбрались и мы. Но теперь, когда на руле сидел опытный Василий Васильевич, и мы выгребали при попутном ветре, опасность, казалось, миновала. Зеленые валы легко перебрасывали лодку через прибрежные подводные камни, и только у самого берега, когда киль начал тереться о дно, я соскочил в мелкую воду и хотел подтолкнуть лодку. В это мгновение теплая волна мягко подняла меня и положила боком на скалистое дно, а тяжелая лодка с 3 гребцами с такой же легкостью обрушилась на меня. Если бы лодка не села килем на камни, от моих ног осталась бы кровавая каша. Но она не дошла до них сантиметров на 10. Удар был так силен, что гребцы попадали, а фотоаппарат Андрея ударился о борт и разбился. Однако это было на сегодня последнее испытание. С берега подбежали спасатели, подхватили лодку и вытащили ее на сухой песок. В этот день мы больше не работали, а шторм разыгрался так, что даже купание у берега было запрещено. 7-й день в Дербенте. Пятница, 11 августа. Циклон продолжал свирепствовать, но на следующий день должен был уняться. Мы снова пошли в крепость, откуда просматривались стена и море. На этот раз мы увидели их новыми глазами. Арабские географы X века не то чтобы ошиблись, а слишком многое домыслили. По-видимому, им не приходилось нырять в море в штормовую погоду, а тихие дни на Дербентском рейде — исключение из обычного состояния. Персидским инженерам совершенно незачем было строить башню, замыкавшую стену на большой глубине. Для цели обороны было достаточно, если вокруг нее была глубина 1,2 метра. Ведь на башне были стрелки, которые не позволили бы противнику пробираться под самыми стенами башни. Затем тюркский всадник на неподкованном коне был бы сразу же сбит с ног прибоем и имел больше шансов утонуть, чем мы в предыдущий день. Поэтому стало понятно, почему в 627 году тюрко-хазарское войско предпочло штурм дербентских стен обходу с моря. Современник взятия Дербента, описание которого сохранилось в сочинении армянского историка Моисея Каланкатуйского, несомненно, был очевидцем штурма. Из его описаний не вытекает, что пала крепость, расположенная на холме, где находился персидский гарнизон из 100 стрелков. Но город и стена, обороняемые ополчением из местного населения, не смогли остановить тюркютов и хазар.
Гай-Шах, персидский наместник из местных князей, видел, что произошло с защитниками великого города Чора, армянское название Дербента, и с войсками, находящимися на дивных стенах, для построения которых цари персидские изнурили страну нашу, собирая архитекторов и изыскивая разные материалы для построения великого здания, которые соорудили между горой Кавказом и Великим морем Восточным. Видя страшную опасность со стороны безобразной, гнусной, широколицей, безресничной толпы, которая в образе женщин с распущенными волосами, описание антропологического типа и прически тюркютов, устремилась на них, содрогание овладело жителями, особенно при виде метких и сильных стрелков, которые как бы сильным градом дождили их, и как хищные волки, потерявшие стыд, бросились на них и беспощадно перерезали их на улицах и площадях города. Глаз их не щадил ни прекрасных, ни милых, ни молодых из мужчин и женщин, не оставляя в покое даже негодных, безвредных, изувеченных и старых. Они не жалобились, и сердце их не сжималось при виде мальчиков, обнимавших их зарезанных матерей. Напротив, они доили из грудей их кровь, как молоко. Как огонь проникает в горящий тростник, так входили они в одни двери и выходили в другие, оставив там деяния хищных птиц и зверей. Здесь описан классический случай приступа, когда стрелки парализовали сопротивление оборонявшихся, а ударники почти без сопротивления перелезали стену, помогая друг другу. Очевидец, по-видимому, наблюдал трагедию родного города из цитадели, и если бы враги использовали обход со стороны моря, он не мог упустить этого в своем описании, тем более что из цитадели море видно как на ладони. Мы проверили наши впечатления, поднявшись от крепости вверх на крутые холмы. Там сплошной стены не было, но вместо нее тянулась система валов и стен, сложенных из бута на известковом растворе, облицовка которых расхищена. Относительная слабость оборонительных сооружений компенсируется исключительно удачным использованием рельефа местности. Холмы предгорий, спускающиеся полого к югу и востоку, с северной стороны ограничены почти отвесным обрывом. Они и сейчас, когда стена обрыва оплыла, почти неприступны, а если они были подтесаны под отвес, то нападения можно было не опасаться. Мы добрались до небольшого форта, построенного из плит сасанидского времени. Очевидно, здесь был один из наблюдательных пунктов, так как с обрыва местность просматривалась на огромное расстояние. Да, тюркюты и хазары были правы, предприняв лобовую атаку стены. Любой другой маневр был бы сложнее. Поздно вечером мы вернулись на пляж. Ветер стих, но волны еще бушевали. 8-й день в Дербенте. Суббота, 12 августа. Утром, хотя море еще не совсем успокоилось, мы вышли на объект и, не теряя ни минуты, спустили аквалангистов Гелю и Василия Васильевича с буйками. Я делал засечки, Андрей фотографировал вторым уцелевшим фотоаппаратом. Меньше чем за час мы произвели глазомерную съемку, которую никак не могли сделать за неделю. Вот что значит опыт и слаженность в работе. Когда же опять потянуло ветром, и белые гребешки заплясали на зеленых волнах, наши аквалангисты поднялись в лодку, и Геля вручил мне роскошный подарок — черепок амфоры, найденный им среди развала камней на глубине 4 метров, или на абсолютной отметке минус 32 метра. Ошибиться было невозможно. Это был фрагмент точно такого же сосуда, который мы находили вкопанными в землю вдоль стены, где они служили водохранилищами. Значит, в VI веке в воде нуждались на том месте, где теперь плещется море. А если так, мы нашли то, что искали — уровень моря VI века. Заснятый нами план развалин башни позволил нам понять сообщение из Тахри о цепи, запиравшей вход в Дербентский порт.
Очевидно, башня служила закрытой гаванью, где глубина была немного больше метра, потому что абсолютная отметка дна внутри башни минус 33,5 метра. Для судов с мелкой осадкой этого было достаточно. В башню, видимо, вел проход, запиравшийся цепью, а внутри этого закрытого пространства в тихой воде производить выгрузку и погрузку было несложно. Стена подходила к башне вплотную и соединялась с ней торцом. По гребню стены проходили люди, чтобы сесть на корабли или спуститься с них. Все, наконец, стало понятно и просто. Нашей работой заинтересовался даже один молодой тюлень. Он все время выныривал неподалеку от лодки и с интересом смотрел на нас. Его добродушная усатая мордочка среди бело-зеленых волн очень нам запомнилась. Но надо было спешить на берег, куда нас настойчиво подталкивал северо-восточный ветер. Мы с Андреем сели на весла, мигом перемахнули через первую гряду камней, и тут море еще раз показало, на что оно способно. Весло Андрея, сидевшего вправо от меня, внезапно наткнулось на камень. Так как лодку сдувало в его сторону, то весло, встретив упор, выскочило из уключины, вырвалось из рук Андрея и проскочило в 2 сантиметрах от моего лица с силой, способной расколоть череп. Тут я увидел, насколько моряки суеверны, ибо ничто не могло разубедить Василия Васильевича в том, что море оберегает свои тайны и мстит тем, кто их похищает. Но мы настолько устали, что, выйдя на берег, не могли ввязываться в спор. Мы лежали, смотрели на небо и считали, что, выполнив задуманную работу, счастливо отделались. Все 3 остались живы. 9-й день в Дербенте. Воскресенье, 13 августа. Утро было ясным, море тихим. Ах, если бы такая погода началась на неделю раньше! Оставалась только самопроверка. Мы с Андреем опустились по очереди, используя уцелевший акваланг, поплавали над камнями и вернулись вполне удовлетворенные. Допуск при наших изменениях не превышал 10 метров, что в условиях постоянного волнения было оптимально. Повторные замеры подтвердили прежние в пределах законного допуска. И, наконец, стало понятным, на первый взгляд, фантастичное описание постройки морского отрезка стены у Масуди. Установка тяжелых сасанидских плит на суше, видимо, производилась при помощи блоков, веревок и большого числа людей. В постоянно волнующемся море это было не только трудно, но просто неосуществимо. Люди, погруженные в воду, скользя по донным камням и борясь с волнами, не имели бы ни упора для того, чтобы тянуть камень, ни собственного веса, потерянного по закону Архимеда. Персидские инженеры VI века нашли выход в облегчении самих камней. К плитам привязывались бурдюки, игравшие роль поплавков, и тогда плиту во взвешенном состоянии устанавливали на место. После этого ремни отрезали, и бурдюк снова шел в дело. Такую постройку можно было соорудить только на глубине меньше человеческого роста, то есть не глубже 1,5 метров. При больших глубинах был бы неизбежный разброс камней, передвинуть же сасанидскую плиту под водой непосильно для самых искусных водолазов. Таким образом, абсолютная отметка Каспия в конце VI века была минус 32 метра. А в середине X века вода стояла гораздо выше, минус 29,5-28,5 метра. Потому что другая крепость, построенная около Баку в 1234 году, так называемый Караван-сарай, дату постройки удостоверяет сделанная на его стене арабская надпись, находилась на этом уровне. Исследовавший этот памятник океанолог Аполлов пишет: «При постройке крепости ученые того времени знали, что уровень моря за известное им прошлое время не поднимался выше холма, иначе они не стали бы на нем строить крепость. Это время, во всяком случае, вероятно, 100-200 лет».
Учитывая скачкообразный характер колебания уровня Каспийского моря, следует считать, что трансгрессия, наступление моря на 2,5–3 метра произошла в первой половине X века. К моменту посещения арабскими географами Дербента волны еще не успели разрушить стену, хотя затопили ее на протяжении 300 метров. Вид стены, омываемой морем, неизбежно вызывал у пытливых арабских географов повышенный интерес к тому, каким образом построена столь мощная стена на такой большой глубине, и они, опросив местных жителей, создали гипотезы, не вполне соответствовавшие действительности, но отражавшие уровень знаний их времени. Придя к такому выводу, мы сочли свою задачу выполненной, и на рассвете следующего дня покинули Дербент. Каспий, климат и Хазария. Теперь у нас появились данные для того, чтобы заполнить белое пятно нашей историко-климатической схемы, промежуток между VI и XIII веками. За это время Каспийское море поднималось 2 раза, в X веке на 3 метра и в XIII-XIV веке на 10 метров. Оба поднятия соответствовали изменению направления движения циклонов и, следовательно, должны были отразиться на судьбах европейских и азиатских народов. Действительно, X век – это расцвет мореплавания викингов. С необычной легкостью, невозможной ни в какие другие эпохи, норманны осваивают Исландию, побережье Гренландии, которую они в 986 году назвали «зеленой страной», и Ньюфаундленд. А в это самое время, также неорганизованно и стихийно, идет выселение кочевых племен из сухих степей современной территории Казахстана на юг и на запад. Карлуки в середине X века переселяются из Прибалхашья в Фергану, Кашгар и современный южный Таджикистан. Печенеги покидают берега Аральского моря еще в конце IX века и уходят в южное Приднепровье. За ними следуют торки или гузы, распространившиеся между Волгой и Уралом. Это выселение не очень большого масштаба, но оно показательно своим совпадением также с небольшим изменением уровня Каспия, что подтверждает правильность принятой нами гипотезы. Но нет оснований связывать эти передвижения с крупными политическими событиями, потому что в то же самое время на территории Восточной Монголии, лежащей за пределами действия атлантических циклонов, история уйгуров имела совсем иной оборот. Уйгуры – интереснейший народ Центральной Азии. В середине IV века они распространились из предгорий Наньшаня по всей Великой степи от Архона до Иртыша. В отличие от жужани и тюркютов, уйгуры и родственные им племена были наиболее склонны к мирному труду скотоводов и к восприятию культуры иных народов. Вместе с тем они постоянно проявляли исключительное мужество, были искусны в стрельбе из лука и неожиданных набегах на соседей. Управлялись они не ханами, а выборными старейшинами, не стеснявшими их свободы. Однако при всех своих блестящих качествах уйгуры долгое время находились в подчинении у древних тюрок, которые их силами геройствовали в пустынях севера. Что не очень нравилось уйгурам. Несколько попыток освободиться, предпринятых уйгурами в VII веке, окончились неудачей, но природа и время работали не на тюрок, а на них. Обильное увлажнение степи позволяло расширять площадь пастбищ и, следовательно, количество скота. В то время как тюрки добывали славу в далеких походах, причем часть уйгуров им сопутствовала, уйгуры в целом богатели и множились. Когда же империя Тан со всей силой своей регулярной армии нанесла в 744 году удар по тюркскому каганату, уйгуры присоединились к нападавшим и совместно с карлуками разгромили древних тюрок. Этим они обеспечили себе столетнее господство над восточной частью степи. Период
с 745 по 840 год был наиболее плодотворен для роста центральноазиатской культуры. Уйгуры строили города, занялись земледелием, пригласили из Средней Азии грамотных учителей, несториан и манихеев. Только китайскую культуру они не впитали в себя, предпочитая получать из Китая шелк, а не мировоззрение. Но воспитанная веками привычка к племенному самоуправлению толкнула уйгуров на путь ограничений центральной власти. Уйгурские ханы с начала IX века были марионетками в руках племенных вождей, склонных к распрям и изменам. Одной из междоусобиц воспользовались енисейские кыргызы. В 840 году они взяли столицу Уйгурии и вынудили большую часть уйгуров искать спасение на южной стороне пустыни Гоби. А на западе в это время усилился народ, до тех пор немногочисленный и слабый, кипчаки. Родиной кипчаков были западные склоны Алтайских гор, и усыхание степи затронуло их хозяйство минимально. Поэтому они заняли пространство, покинутое карлуками, печенегами и гузами, а когда в XI веке степи зацвели снова, то они стали называться в сочинениях персидских авторов кипчакскими. Этому народу, который венгры называли куманами, а русские половцами, удалось без большого труда отогнать на запад своих истомленных засухой соседей. Хазария оказалась в осаде. С севера по высыхающим степям двигались кочевники, гонимые голодом и жаждой. Они шли мелкими группами, неуловимыми для латников наемной гвардии хазарских правителей. Их отряды были слишком слабы для того, чтобы брать города или вторгаться в населенную дельту, однако они блокировали хазар и фактически стали господами степей. С юга неуклонно наступала морская вода. Она медленно заливала плоский берег, прикаспийские Нидерланды, губила посевы и сады, нагонами разрушала деревни. К середине X века уже 2/3 хазарской территории оказалась под водой, и жители принуждены были тесниться на склонах беровских бугров центральной дельты, где они расположены в непосредственной близости друг от друга. Волга стала многоводной, и русские ладьи с мелкой осадкой начали пробиваться через протоки дельты в Каспийское море. Хазарские правители безуспешно пытались этому воспрепятствовать. Один из русских отрядов был предательски вырезан в 913 году. Второй, видимо, державшийся на стороже, спокойно прошел туда и обратно через сердце Хазарии в 943-944 году, и, наконец, киевский князь Святослав Игоревич в 965 году одним походом опрокинул обессиленное государство. Уцелевшие от разгрома хазары обратились за военной помощью в Хорезм и получили ее ценой обращения в ислам. Но мощи былой они вернуть не могли, потому что море и засуха продолжали давить их с двух сторон. Когда же в конце XIII века уже вся их страна была покрыта морем, остатки народа растворились в этническом многообразии Золотой Орды и превратились в астраханских татар. На этом история Хазарии закончилась. Вот какую картину позволила начертать историческая география. Для того, чтобы уловить связь событий, следовало пользоваться методикой интерполяции, которая широко практикуется в геологии и географии, но редко применяется в истории и археологии. Некоторые заключения построены умозрительно. Останавливаться на достигнутом было нельзя. Следовало проверить предположения и расчеты путем археологических разведок и раскопок. Но не будем неблагодарны географии, несмотря на то, что она объяснила нам не все. Если бы не эта нить Ариадны, мы бы не смогли выбраться из лабиринта недоумений и сомнений. Пусть где-то что-то не совсем точно, найдем и уточним, ибо теперь мы знаем, где искать. Двинемся в дельту Волги, хазарскую страну, где нас ждут, мы в этом уверены, хазарские памятники. Но сначала проверим наши соображения и предположения тем единственным способом, который в данном случае может быть пригоден. Глава 5.
Путешествие во времени. Способ самопроверки. Говорят, особенно в наше время, что математику нужно применять всюду, даже в истории. Допустим. Но обыкновенный счет для наших целей ничего не дает, потому что нам считать нечего и незачем. Попробуем применить другое, математическую методику, пусть даже самую элементарную. Например, представим себе, что цель наших поисков – место Хазарии в пространстве и времени, точка, которую нужно нанести на план. Как известно, точка – это место пересечения двух линий или встречи четырех углов. Нам нужно как минимум два аспекта – угла зрения, чтобы построить две разные закономерности, которые пересекутся и дадут нам приблизительное решение, подлежащее проверке путем наблюдений. Так мы уже проследили взаимосвязь явлений природы и хозяйства на территории Северного Прикаспия. Возьмем теперь мировую торговую политику за тот же период и посмотрим, как складывались международные отношения, движимые алчностью купцов и феодалов. Если мы в обоих случаях не допустили значительной ошибки, то обе линии закономерности должны совпасть, и мы поймем, как сложился, развивался и погиб хазарский народ. Историки накопили необозримое количество материалов, но исходным материалом всегда являются события, объединенные внутренней связью в пространстве и во времени. Собрать факты – первая задача историка, проверить их – вторая. А затем, когда установлено, что события протекали именно так, встают вопросы «почему?» и «что к чему?» Анализ и синтез. Только после того, как историк предлагает решение всех этих задач, исследование может считаться законченным. Для наших целей необходимо синхронистическое изучение истории. Интересующая нас страна Хазария находилась в самой середине культурного мира того времени. Напомним, что первые сведения о хазарах относятся ко II веку нашей эры. Скорее всего, это неточность историков V-VI веков, переносивших знакомые названия на древние племена, жившие на той же территории. Но для того, чтобы большой народ образовался, оформился, нужно около 3 столетий. Поэтому попытаемся рассмотреть эпоху, когда хазарский народ проходил свой инкубационный период. Историческая панорама. Во II и III веках Рим и Китай представляли собой две мировые империи на западной и восточной окраинах континента. Они разделялись сухими хунскими степями, горными хребтами, убежищем воинственных племен и не менее воинственной Парфией. Еще ни один римлянин не был в Китае, равно как и ни один китаец не видел Рима, хотя они слышали друг про друга. Казалось бы, история этих стран должна была протекать независимо, но был один предмет, связавший их судьбы — шелк. Потребность в шелке в то время была гораздо насущнее, чем сейчас, ибо шелковая одежда была не только предметом роскоши, но и мощным дезинфекционным средством. Римские матроны покупали ткани, изготовленные китайскими крестьянами, за золото, полученное от беспощадного ограбления провинций. По протаренному караванному пути через Иран и Среднюю Азию двигались груженные золотом верблюды до каменной башни Таш-Кургана, где происходил обмен товаров с купцами, приходившими с грузом шелка через Алашанскую пустыню из Лаяна. Несмотря на то, что римские товары тоже попадали в Китай, римляне ежегодно теряли 20 миллионов сестерций, и европейское золото перемещалось в суммы китайских чиновников и помещиков, но, разумеется, не крестьян, изготовлявших драгоценную пряжу. Внешняя торговля предметами роскоши не могла влиять на развитие производительных сил обеих империй, но она суммировалась с идущими в них глубинными процессами и создала коллизию, отразившуюся на судьбах Рима и Китая, а также соседних с ними стран,
не принимавших в торговле непосредственного участия. Римская армия состояла из высокооплачиваемых солдат, число которых определялось финансовыми возможностями правительства. Отлив золота из страны, естественно, влек за собой денежные затруднения, самым простым выходом из которых была неуплата жалований в срок. Но солдаты ждать не желали и умели поставить на своем. III век стал эпохой солдатских мятежей, при которых в числе жертв всегда оказывались центурионы, сотники, по долгу своей службы, поддерживавшие в армии дисциплину. С ними у солдат всегда находились личные счеты, которые так удобно было сводить во время бунта. В результате, к концу III века, римская армия разложилась и потеряла большую часть былой боеспособности. Войска, разгромившие при Трояне даков, а при Марке Аврелии маркоманов и квадов 160-180 годы, через 60 лет позорно бежали перед готами. Гибель императора Деция в 251 году. И сдавались персам. Капитуляция императора Валериана в 260 году. С этого времени Рим перешел к обороне, и успехи императора второй половины III-IV века сводятся к подавлению восстаний до отражению набегов соседей. Конечно, для падения мощи Римской империи было множество более значительных причин, кроме вывоза валюты, но следует учитывать и эту, особенно интересующую нас, так как Китай от своей выгодной торговли пострадал не менее Рима. Несмотря на то, что императоры династии младшая Хань в какой-то степени пытались стимулировать развитие мелких крестьянских хозяйств, они не могли совладать со стихийным процессом укрупнения латифундий и ростом богатства купцов, ростовщиков и чиновников. Приток римского золота в этом процессе играл роль катализатора. Главы сильных домов, вельможи-временщики, полководцы и чиновные евнухи приобретали огромные земли, потому что получаемые с них доходы стало легко обращать в золото, которые не пускали в оборот, а хранили как сокровище, иногда изготовляя из него украшения. Пожалуй, для них это было самым надежным способом хранения состояния, потому что постоянные придворные интриги и связанные с ними опалы сопровождались конфискациями, а спрятанные в тайниках слитки оставались в наследство семьям опальных. За все расплачивались крестьяне, но, не стерпев, они подняли восстание для ниспровержения синего неба, неба насилия, для достижения желтого неба, неба справедливости. Со 184 года по всему Северному Китаю бушевало крестьянское войско, которое после поражения в 185 году распалось на ряд партизанских отрядов, побежденных лишь к 205 году. За время войны сформировались отряды аристократов, вступивших в войну с правительственными войсками и между собой. Китай распался на 3 государства, и когда в 280 году он воссоединился, то оказалось, что население его сократилось с 50 миллионов человек до 7,5 миллионов. Для Китая, как и для Рима, III век был расплатой за расцвет II века. Груженные шелком караваны не могли миновать Иран и, следовательно, не заплатить пошлину парфянскому царю. Парфяне были народ храбрый, но немногочисленный. На трон парфянских царей вознесла волна антимакедонских настроений, но для персидского населения парфяне оставались иноземцами. Основной опорой трона аршакидов была тяжелая конница, дружины парфянских аристократов, которых насчитывалось 240 семейств. Пока соперниками парфян были слабые селевкиды, этой армии было вполне достаточно для достижения политического равновесия. Но когда на берегах Ефрата появились римляне, то парфянам стало трудно. Красса им удалось разбить, но Антоний и Троян перенесли военные действия на берега Аракса и Тигра, и парфянским царям потребовались конные стрелки саки, а их нужно было нанимать за деньги. Вот тут-то и выручили пошлины с купцов, везших шелк в Европу,
а купцы платили их не торгуясь, так как, будучи монополистами, они беспрепятственно поднимали цену на товар. Большая часть монет оставалась в руках парфянских и индийских посредников. Отсюда ясно, что восстание желтых повязок и последовавшая гражданская война в Китае нанесли бюджету парфянской короны непоправимый урон. Деньги перестали течь в парфянскую казну, и персидский князь Арташир Папаган, объединив мелкое дворянство Парса, юго-западного Ирана, и начертав на знамени лозунг восстановления древнего Ирана и веры Заратуштры, зороастрийское духовенство было обладателем огромных сокровищ и поддерживало первых сасанидов, что позволило им долгое время быть независимыми от транзитной торговли. Легко добился победы над парфянами 224-226 годы, потому что без больших средств управлять завоеванной страной, живущей товарным хозяйством и торговлей, нельзя. Хотя хунны шелком интересовались мало, но описываемое явление задело и их. Стремясь на запад, китайцы оккупировали оазисы бассейна Тарима в 86-94 годы и лишили северных хуннов тех районов, откуда они получали хлеб. В результате хунны ослабели и были вытеснены из Монголии частью на берега Волги, частью в Семиречье. Зато южные хунны, покоренные Китаем, в 304 году восстали и, используя бедственное положение империи после гражданской войны III века, завоевали всю долину Хуанхэ, что вызвало эмиграцию китайцев на юг от Янцзэцзяна и ассимиляцию их с местными лесными племенами Мань, то есть образование южно-китайского народа. Итак, даже в столь древнее время события, происходившие на одном краю Алькумены, отзывались на другом, где о причинах этих событий даже не помышляли. После распадения державы хуннов в 93 году, часть их продолжала войну против Китая и Сяньби до 155 года, после чего разбитые хунны отступили на запад. Они ворвались в Причерноморье, но не удержались там и осели в междуречии Волги и Урала, тогда называвшегося Яик, откуда до 370 года вели войну с аланами. 200 лет, проведенные небольшой группой хуннов в угорской среде, метисация и отрыв от культурных центров обусловили регресс и упрощение быта. Народ видоизменился настолько, что его лучше называть гуннами, чтобы избежать путаницы. Гунны жили охотой и грабежом соседей. Не строили зданий, употребляли для наконечников стрел вместо железа кость, не знали наследственной власти и не имели государственной организации. Они не оставили памятников своей материальной культуры, так как получали все необходимое в виде военной добычи или дани. Только котлы, сходные с древнекитайскими, несомненно принадлежат гуннам, а все прочие изделия выполнялись для них местными мастерами. Однако военное дело, тактика изматывания противника, осталась на прежней высоте. Благодаря этому гунны к 370 году завоевали аланов, изнурив их частыми стычками, а в 371 году перешли Дон и разбили готов. Остготы подчинились гуннам, а вестготы отступили во Фракию в 376 году. К 377 году гунны вторглись в Паннонию и сомкнулись с Римской империей. К этому времени они восстановили у себя скотоводческое хозяйство. Примитивные способы ведения хозяйства, сочетавшиеся у гуннов с высоким уровнем военного дела, определили их роль для европейских народов. Гунны оставляли покоренным своих вождей, ограничиваясь сбором дани и требованием войск для своих грабительских походов. С 377 по 450 год гунны выступали союзниками Рима против германцев и народных движений.
Политика гуннов в Европе в этот период определилась как поддержка рабовладельческих магнатов Западной империи и война против Византии. В 395-397 годах гунны, прорвавшись через Кавказ, опустошили Сирию, Каппадокию и Месопотамию, а в 408 году вторглись во Фракию и в 415 году в Иллирию. Набеги на Византию повторялись в 441-447 годах. В 445 году гуннский вождь Аттила сосредоточил власть в своих руках, но встретил протест в восточных областях, где акациры, Артамонов считает их частью гуннского народа, оказывали ему сопротивление до 448 года. Упорядочив восточные дела и заключив выгодный мир с Византией, Аттила вторгся со всеми подвластными ему племенами в Западно-Римскую империю. В 451 году на Каталаунском поле гунны потерпели поражение, однако в 452 году, ворвавшись в Италию, разгромили Аквилею. Сильное сопротивление жителей и возникшая в гуннском войске эпидемия заставили Аттилу принять мир и дань, предложенную ему через папу Льва I, а в 453 году Аттила внезапно умер. Возникшие между его сыновьями споры за наследство послужили гиппидам и другим германским племенам сигналом для восстания. При реке Недао в Паннонии гунны были разбиты и отступили в Причерноморье, которое они перед этим из земледельческой страны превратили в пастбище. Гунны пытались там закрепиться, но около 463 года туда с востока пришли угорские племена сарагуров, урогов и анагуров, вытесненных из Западной Сибири сабирами. Они покорили акациров и потеснили гуннов, вынудив их снова передвинуться на запад. В 469 году гунны вступили во Фракию, но были разбиты и отброшены византийцами. С этого времени гунны исчезают как народ, хотя имя их употребляется как нарицательное для обозначения многих кочевых племен. Остатки гуннов, оттесненные болгарами на север, стали предками чувашей. Роль гуннов в падении Римской империи была невелика. Она сводилась к тому, что гунны, уничтожив оседлые поселения в Причерноморье, лишили Византию скифского хлеба. Западную Римскую империю погубили внутренние процессы и германцы, большая часть которых двигалась на запад помимо гуннов: франки, бургунды, вандалы, англы. Готы просто приписали гуннам те грехи перед цивилизацией, которые лежали на совести их предков. Столетнее, с середины IV века по 463 год, пребывание гуннов в прикаспийских степях не могло остаться бесследным. За это время шла метисация гуннов с местным сармато-аланским населением, обмен навыками ведения хозяйства, представлениями о мире и, наконец, языковые заимствования. Короче говоря, все условия для создания нового этнического образования были налицо. Основная часть потомков гуннских воинов и сарматских женщин несомненно добывала средства к существованию посредством садоводства и оседлого отгонного скотоводства, потому что выгоду этого вида хозяйства подсказывала сама природа, ландшафт речных долин Терека и Волги. К тому же степи оказались заняты победоносными врагами, древнеболгарскими племенами, поэтому потомки гунно-сарматов отсиживались в естественных крепостях, камышовых зарослях, и ждали своего часа. Он наступил в 558 году, когда в прикаспийских степях появился новый народ — древние тюрки, или, как их принято сейчас называть, тюркюты. И все переменилось радикально. Чтобы понять происшедшие изменения этнополитической ситуации, обратимся снова к панораме всемирной истории. В то время, когда на северных окраинах Каспийского моря свирепствовали гунны,
праболгары и сабиры, к югу от него окрепла и расцвела Персия, вознесенная династией сасанидов. Шахи Ирана остановили в III веке агрессию римлян на восток, подчинили себе воинственных саков Сиистана и Белуджистана и заключили оборонительно-наступательный союз с Индийской империей Гупта против горного народа эфталитов, захвативших в V веке гегемонию в Средней Азии и Северно-Западной Индии. Союзниками эфталитов стали Византийская империя и Жужанский каганат, возникшие в IV веке в степях Монголии, покинутых хуннами. Эта коллизия существовала до середины VI века. В 546 году заявил о своем существовании новый, до тех пор неизвестный народ тюркюты, обитавший в горах Алтая и Хангая. В 552 году тюркюты разгромили жужаний, а в 565-567 годах загнали эфталитов в горы Припомирья и выступили претендентами на роль гегемона всей степной Евразии. В 567-571 годах тюркюты покорили Северный Кавказ и вошли в соприкосновение с Византией и Ираном. К концу VI века международные отношения обострились, несмотря на то, что прямые связи между Востоком и Западом остались в прежнем положении. В середине VI века китайцы сбросили гнет иноземной династии Тоба-Вэй, и в Северном Китае образовались два соперничавших царства – Бэйчжоу и Бэйци, а тюркюты объединили степи от Желтого до Черного моря и овладели участком караванного пути от Китая до Ирана, включая сагдийские города, опорные пункты караванной торговли. В то же время Византия, только что захватившая Карфаген, Италию и часть Испании, подверглась нападениям лангобардов в Италии и авар на Дунае. Для обороны границ ей пришлось вести долгую войну, и, следовательно, она нуждалась в деньгах. Однако в VI веке золота в обороте было мало, и византийскому правительству приходилось изыскивать ценности другого рода, за которые можно было нанять варваров для службы в войсках. Поскольку шелк был валютой, имевшей хождение наравне с золотом, средства на плату воинам и подкупы варварских князей Византия обрела в производстве шелковых тканей, которые были лучшим подарком для германского или славянского князя. Шелк-сырец шел только из Китая, но цены, по которым китайцы согласились бы его продать, были непомерно высоки. Добиться понижения цены на шелк сумели только тюркюты. Великий хан брал с Бэйчжоу плату за союз, а с Бэйци за заключение сепаратного мира и, смеясь, говорил: «Только бы на юге два мальчика были покорны нам, тогда не нужно бояться бедности». Полученный из Китая шелк тюркюты сами потребить не могли, несмотря на то, что увешивали им свои юрты. Избыток шелка забирали у них сагдийские купцы, готовые любое количество пряжи переправить в Византию, которая покупала ее по установленной цене и вознаграждала себя на европейском рынке. Но караванный путь шел через Иран, непрестанно воевавший с Византией. Персы охотно приостановили бы торговлю шелком вообще, но на доходы от пошлин существовало их войско. Поэтому они пропускали к своим врагам минимальное количество шелка по ценам, которые они сами назначали. В интересах Ирана было уменьшение оборота и повышение цен, чтобы выкачать из своих врагов, возможно, больше золота и тем самым уменьшить число воинов, нанимаемых в Европе для борьбы с Ираном. Но персидская политика противоречила интересам тюркютских ханов и сагдийских купцов, которые не могли вывести и продать свой товар. Посольства тюркютов в Иран были бесплодны из-за непреклонности персидского царя. Путь через степи вокруг Каспийского моря труден и опасен, потому что дикие угры и воинственные болгары, номинально покоренные тюркютами, имели возможность подстеречь и разграбить любой купеческий караван.
Вот тут-то и обнаружили свое существование хазары. Исходя из принципа «враги наших врагов – наши друзья», они поддержали немногочисленные тюркютские отряды и обеспечили им господство в прикаспийских и северокавказских степях. В VI веке уже не хазары скрываются от степняков, а болгарское племя барсилов прячется от хазар где-то на острове, в огромной тогда дельте Волги, а хазары совместно с тюркютами вступают в борьбу с Ираном, чтобы сломать барьер между Срединной и Передней Азией. В 579 году греки и тюркюты обменялись посольствами и, установив, что их интересы совпадают, заключили военный союз, направленный против Ирана. С 579 года в Иране правил шах Хармизд, враг аристократии, опиравшийся на регулярные войска. 12 полков конных стрелков были укомплектованы профессиональными воинами, получавшими от шаха плату за службу. Хармизд пытался уменьшить влияние аристократии, но казни лишили его популярности, и этот момент выбрали греки и тюркюты, чтобы нанести решающий удар и раскрыть ворота с востока на запад. Осенью 589 года началось комбинированное наступление, и, как говорит арабский историк Табари, враги окружили Персию, как тетива концы лука. Однако персы разбили тюркютов при Герате, отбросили хазар и грузин, купили у арабских шейхов отступление и, стеснив византийское войско, заставили его отступить за границу. Современники событий единодушно расценивали победу при Герате как спасение Ирана от полного разгрома. Советник шаха Хармизда говорил: «Если бы Савешах, тюркютский предводитель, прошел до Рума, то от Ирана остался бы комочек носка». Этот оборот войны оказался спасительным для Китая. Как только ослабел тюркютский нажим на линию Великой Китайской стены, объединившийся в 589 году Китай перешел к наступлению на северные степи, стремясь подчинить тюркютский каганат. История величия и падения каганата — яркий пример диалектического закона отрицания. Сила тюркютов обернулась для них слабостью. Завоевав огромную территорию, населенную многочисленными и храбрыми народами, тюркютские ханы оказались в зависимости от лояльности своих подданных. Особенно это проявлялось на западе, где тюркюты были в ничтожном количестве, а населявшие Джунгарию племена Теле отделяли их от, собственно, тюркютских кочевий, расположенных на берегах Архона и Толы в Монголии. Искусная китайская дипломатия вызвала в 603 году восстание телесских племен против тюркютского хана, который погиб, после чего тюркютская держава распалась на два отдельных каганата — восточный и западный. Восточный и западный тюркские каганаты были непримиримыми врагами. Империя Тан граничила с восточным каганатом, следовательно, она стала естественным союзником западного. Западный каганат черпал средства из Согдианы, которая богатела за счет транзитной торговли и тем самым была враждебна Ирану и дружественна Византии. Аварский каганат, воюя с Византией, заключил с Ираном военный союз, а поскольку авары граничили с франками, те ориентировались на Византию. Лангобарды, защищенные от авар Альпами, воевали с византийцами и опасались с полным основанием франков, равно как и испанские вестготы. Вне коалиции остались только Британия на западе да Япония на востоке, хотя последняя уже начала дипломатическую подготовку интервенции в Корее. До 630 года война, которую можно назвать мировой, бушевала по всему континенту, но перипетии ее объяснимы только путем сопоставления самых отдаленных по месту и совпадающих по времени событий.
Константинополь был спасен тем, что китайский император остановил на берегу реки Вэй орду восточно-тюркютского хана в 626 году и на 3 года вывел восточный каганат из игры. Тогда западно-тюркютский хан, союзник Китая и враг Ирана, успокоившись за свою восточную границу, прорвался сквозь дербентские укрепления и выручил армию византийского императора Ираклия, изнемогавшую от чрезмерного количества врагов. Ираклий прорвался к Ктизифону. Беззащитная Персия лежала перед ним. Но так как восточные тюркюты снова начали войну, он поспешил заключить мир, прежде чем его успели покинуть его союзники, западные тюркюты. Отступничество Ираклия стоило западно-тюркютскому хану жизни. Хан был убит заговорщиками, и внутренняя война, начавшаяся в 630 году, обессилила западный каганат. Но распыление сил не прошло даром восточным тюркютам, которых в 630 году победили китайские войска. Аварский каганат также после этой войны потерял своих болгарских подданных, которые подняли восстание, а будучи разбиты, бежали в Италию и Баварию. Аварский каганат превратился в малую державу, чем было предопределено усиление франкского королевства. Иран ослабел настолько, что уже в 636 году потерпел полный разгром в битве при Кадеше от арабов, которых до тех пор не считал за серьезного противника. И действительно, победы халифа Омара объяснимы не столько фанатизмом новообращенных мусульман, сколько тем, что лучшие персидские войска легли в боях с византийцами и тюркюто-хазарами. Прекращение регулярной караванной торговли в разгар войны лишило персидскую корону доходов от пошлин и не позволило быстро восстановить утраченную боеспособность, а последствием битвы при Нехавенде, где в 642 году наскоро собранная персидская армия снова была уничтожена войсками халифа Омара, было образование новой мировой державы – арабского халифата. Хазария до последней минуты оставалась верна тюркютским ханам. Когда же в очередной распре, 650 год, законный хан западного каганата был убит, хазары приняли к себе его наследников и оставили за тюркютской династией престол. Распавшийся на части западный каганат поделили соседи. Бассейн Тарима захватила империя Тан, Согдиану покорили арабы, Семиречье и Джунгария достались тюргешам, Алтай — карлукам, приоральские степи — гузам и печенегам. Все эти народы вступили друг с другом в жестокую войну, и торговля между Дальним Востоком и Крайним Западом на время прекратилась. Несмотря на это, к началу VIII века Хазария превратилась в мощную державу, остановившую натиск арабов и объединившую всю юго-восточную Европу. По существу хазарские ханы тюркютской династии продолжали на берегах Волги дело, которое их предки осуществляли на берегах озера Балхаш, установление мира между разноплеменным населением степей на основе политического равновесия и совместной борьбы против внешнего врага, в данном случае мусульманской угрозы. Так продолжалось до начала IX века, то есть до того времени, когда власть в Хазарии попала в руки иудейской общины. Порядок, наведенный хазарами на всем пространстве степей от Черного моря до Аральского, естественно, способствовал развитию караванной торговли. Караваны с восточными товарами шли через Хорезм, Мангышлак и, переправившись через узкий проток между Уральской западиной и Каспийским морем, двигались либо на север, по дороге, описанной нами выше, либо на запад, через богатый город Итиль. Транзитная торговля в те времена была наиболее выгодной, так как купцы-посредники были монополистами, и, естественно, они старались обеспечить свое положение политическими мероприятиями. В начале IX века один из беков, Абадия, совершил государственный переворот. Он лишил Кагана фактической власти, оставив его формальным главой государства, и, сохранив себе титул бек,
лишь для внутреннего употребления, в сношениях с иностранцами именовался царем – Малик. На защиту старого порядка выступили племенные вожди хазар, беки и тарханы. И жестокая гражданская война с религиозным оттенком долгое время полыхала в степях между Волгой и Доном. Победил тот, у кого были деньги, то есть сторонники нового порядка. Сначала хазарские цари подкупали себе союзников среди кочевых племен, мадьяров, гузов и печенегов, натравливая их друг на друга. А потом, в X веке, перешли к использованию наемников, русов и славян, для войны против мусульман, а арсиев, горцев из Дейлема и Мазандерана, выговоривших себе право не сражаться против единоверцев, для подавления язычников и христиан. Так создалось правительство, не отражавшее интересов народа, а рассматривавшее его как один из источников дохода. Мы не знаем ни подробностей переворота, ни перипетий гражданской войны начала IX века, так как имеющиеся источники освещают эту проблему слишком скудно. Прошло 100 лет. В этот период сильной угрозой для хазарского правительства сделалась растущая сила Руси. Торговый путь из варяг в греки успешно соперничал с волжским путем из варяг в хазары. Славянские города Новгород, Смоленск, Киев темпами роста опережали Париж и догоняли Кордову и Багдад. О храбрости русов арабский автор X века пишет так. «Хорошо, что русы ездят только на ладьях, а если бы они умели ездить на конях, то завоевали бы весь мир». До тех пор, пока славянские племена были раздроблены, хазарские цари могли брать с них дань по белке с дыма. Но объединение племен вокруг Киева, достигнутое князьями Олегом и Игорем, создало на границе Хазарии государство столь мощное, что для того, чтобы ему противостоять, требовалось объединение всех сил степи. А это было для правительства хазарских царей смерти подобно. Народ и окрестные племена почитали не еврейского царя-узурпатора, а лишенного власти тюркского кагана, содержавшегося под стражей и выпускавшегося к народу по большим праздникам. Для народа этот царственный пленник был символом величия, а за хитрых купцов, набивавших золотом сидельные суммы, жители степей и речных долин складывать головы не собирались. От Хазарии отложились камские болгары, заключили союз с князем Игорем печенеги, сделались врагами хазарского правительства гузы, и только горцы Мазандерана, часто отрабатывавшие плату за службу, охраняли казну хазарского царя. Результаты господства купцов и их ставленников сказались в 965 году. Киевский князь Святослав Игоревич разбил наемную армию хазарского царя и взял все крупные хазарские города. Союзники русского князя, гузы, прошли через Хазарию и подавили последнее сопротивление хазар, которое вряд ли было ожесточенным. Торговый центр Итиль пал перед доблестью молодых народов, находившихся на заре своего подъема. Хазарская держава была разгромлена, но народ остался. Дальнейшая судьба хазар, а не их правителей, остается неизвестной историкам, но может быть прослежена археологами, и таким образом мы смыкаем второй ход нашего анализа с первым – исторической географией, изменениями климата и ландшафта. Поднявшиеся волны моря затопили безопасную дорогу между Мангышлаком и восточной окраиной дельты, а высохшие степи снова стали преградой для караванной торговли. Теперь, обратившись к исторической географии дельты Волги, мы знаем, какие памятники мы можем там встретить, кого и где нам надлежит искать, и как понимать то, что мы сумеем найти. Глава 6. Дельта Волги. Бугор Степана Разина.
Астраханская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа прибыла на бугор Степана Разина 18 июля 1961 года, с одной стороны своевременно, с другой несколько поздно. Опоздали мы эдак лет на 80. Под восточным склоном бугра построен небольшой кирпичный завод, и вместе с глиной в печь уходили кости из погребений. Местное население неоднократно пыталось искать на бугре клады и уничтожило при этом много погребений. Затем кости пытались сдавать в утиль, но там довольно быстро отказались их принимать из-за полной обезжиренности. Большая часть могильника к нашему приезду оказалась уничтоженной, и это затруднило первоначальные поиски. Бугор Степана Разина возвышается над окружающей его дельтовой равниной, достигая абсолютной отметки минус 4,6 метра. Подножие бугра находится на отметке минус 20 метров, и, следовательно, в эпоху наивысшего подъема Каспия в XIV веке морские волны только омывали бугор, ставший на некоторое время островом. В эту пору глубины в окрестностях нашего бугра достигали 4-5 метров, и поэтому на нем нет следов пребывания татар или нагайцев, деливших между собой власть над берегами Нижней Волги. Когда же уровень моря понизился, в дельте возникли русские рыбачьи поселки, а в недавнее время здесь поселились казахи Букеевской Орды, перешедшие на оседлость. При нашем подходе к поискам и археологической разведке характер ландшафта заслуживал максимального внимания. В XX веке луга, окружавшие бугор, большей частью заболочены и покрыты зарослями камыша или чакана. Берега речки Подразинской густо поросли ивами и тальником. Количество обитающих там комаров не поддается описанию. Но представим себе эпоху, когда уровень моря стоял на 4 метра ниже. Тогда речки текли под уклон, не заболачивая окрестных низин, на которых расстилались роскошные луга с великолепными кормовыми травами. Обитавшим здесь хазарам должно было житься привольно, и потому мы предполагали, что многочисленное население оставило такое число могил, что его хватит и для науки. Полные надежд мы начали раскопки шурфами и траншеями, но долгое время копались в пустой глине. Прошла неделя, прежде чем мы установили, что пологие склоны бугра не что иное, как оползни, и если в них и были погребения, то они просели в мягкую супесь. Часто бывает, что могилы отмечены неровностями почвы, но на вершине бугра не было гумусного слоя, и ветер так сгладил поверхность, что никаких внешних признаков могилы не имели. Вместе с тем на бугре было много кочек высотою полметра или меньше, но они были образованы многолетними растениями, корни которых укрепляют почву и противостоят развеиванию. Прочая поверхность бугра была покрыта запекшейся корочкой из той же самой суписи. Эта корочка предохраняла бугор от уничтожений, но все, что под ней было, недоступно как простому глазу, так и нивелиру. И все-таки находки пошли. В один и тот же день открылись погребения 3 совершенно разных обрядов. На восточной окраине обнаружились трупосожжения, на западной — сидячее погребение, и на южной — скелет, лежащий на спине, с горшком в изголовье. Вскоре количество найденных погребений умножилось, и к ним добавились одно погребение в подбое и одно с конем. Кроме того, мы наткнулись на погребения казахов XIX века, незаметные, потому что наземные части могил были уничтожены во время строительства триангуляционного пункта. Первый из них повергл нас в недоумение. Но затем мы разобрались и снова присыпали землей раскопанные скелеты. Что же касается древних погребений, то они дали повод для многих размышлений и выводов.
Но прежде чем говорить о результатах раскопок, расскажем о других буграх дельты, исследованных нами в 1962 году, для того, чтобы картина была более полной. Казенный бугор. С вершины бугра Степана Разина открывалась великолепная перспектива. На юге расстилалась гладкая равнина, плавно уходившая под воду Каспийского моря. На востоке стояла стена камыша, колеблемая по вечерам легким ветром. На западе, за речкой Подразинской, были настоящие джунгли, прибежище цапель и диких кабанов. На севере высились другие беровские бугры, и они-то привлекли мое внимание. Было бы странно, если бы только один бугор служил кладбищем. Нет ли погребений на других буграх, думал я, и, взяв в спутники Гелю, отправился на хозяйской лодке вверх по реке. В первый маршрут мы двинулись, не отдав себе отчета в трудностях пути. Просто в голову не приходило, какое сильное течение может быть в тихих протоках дельты. Мы ехали, как древние хазары, орудуя рулевым веслом и шестом. Этот способ передвижения безотказен. Мы действительно добрались до намеченной цели, казенного бугра, но только за 8 часов непрерывного движения. Все это время мы не могли нигде выйти на берег отдохнуть, потому что по берегам стояли густые стены камыша, пробиться через которые мог бы только дикий кабан. Речка извивалась в зеленом коридоре, и было очевидно, что это тихое место всегда было естественной крепостью, более надежной, чем Кавказские горы. Любая конница, попытавшаяся проникнуть в Хазарию, не смогла бы быстро форсировать широкие протоки, окруженные зарослями. Она лишилась бы своего главного преимущества — маневренности, тогда как местные жители, умеющие ездить на лодках и ориентироваться в лабиринте протоков, были всегда практически неуловимы, а сами могли наносить любые неожиданные удары утомленным бесплодными передвижениями врагам. Но, может быть, зимой было иначе? Вряд ли. Лед на быстрых речках тонок, и только в очень холодные зимы может выдержать коня и латника, а в хазарское время зимы были мягкие и снежные. Затем провалиться зимой под лед даже на мелком месте означало быть тут же выведенным из строя, потому что на ветру всадник сразу бы обмерз. Ему следовало, прежде чем продолжать движение, развести костер и обсушиться, а за это время преследуемый противник всегда сумел бы оторваться и скрыться. В средние века ни у одного народа не было армии, способной завоевать Хазарию. И во время движения лодки стало ясно, почему Святослав, стоявший во главе победоносной дружины, ограничился разгромом легко доступного Итиля и оставил без внимания сердце побежденной, но не покоренной страны. Он поберег свое войско и был прав. Сильные в своей стране хазары не могли тягаться с русскими воинами на твердой земле степей. Достаточно было сокрушить наемников хазарского царя, и опасность с востока для Руси исчезла, а то, что в камышах оставались свободные хазары, не имело для Киевского княжества никакого значения. Пусть там и сидят. Но вот миновала последняя излучина, и справа от лодки открылась луговина, посреди которой на ярко-синем фоне неба высились два продолговатых беровских бугра. Между ними приютился казахский поселок, казавшийся пустым, потому что жители попрятались в дома от зноя. Но мы не чувствовали в тот момент ни жары, ни усталости. Перегоняя друг друга, мы взбежали на бугор и принялись за поиски. Наметанным глазом мы быстро различали крохотные фрагменты керамики среди колючих кустов и выгоревшей травы. Вскоре на гребне бугра мы отыскали погребение по хазарскому обряду. К сожалению, оно было в очень дурном состоянии, так как казахи гоняли через бугор стада овец. Однако не это было в данном случае важно. Второе хазарское кладбище было отыскано, и любопытно, что оно находилось, как и первое, там, где в 20 веке живут люди. Очевидно, современные и древние поселения располагались на одних и тех же удобных сухих местах.
Долго задерживаться на казенном бугре в тот день мы не могли. После первого подъема начала сказываться усталость от дороги, да и опасность теплового шока была чересчур реальна. Зачистив и зарисовав погребение, вернее его жалкие остатки, мы сбежали вниз и бросились в прохладную воду. Вечерело, жара стала медленно спадать, и мы поспешили назад, чтобы успеть добраться домой до заката, потому что иначе мы подверглись бы еще большей опасности. Комары, прячущиеся днем в зарослях, могут закусать до полусмерти путника, плывущего по реке ночью. А мы не рассчитывали, что поездка затянется, и не захватили ни диметилфталата, ни накомарников, так же, как в свое время и воины Святослава. По течению двигаться было легче, и маршрут закончился благополучно. Однако для продолжения работ в этом направлении я тут же договорился с нашим хозяином о подвесном моторе, чтобы Геля, которому я поручил разведку на окрестных буграх, тратил силы только на разведку, а не на упражнения в управлении лодкой с помощью шеста. Путешествие на запад дельты. Удача первого маршрута дала повод к тому, чтобы попытаться обследовать дельту целиком и составить карту распространения хазарских могильников. Разумеется, разведку надо было провести на высоком уровне, то есть обеспечить быстроту передвижения, достать опытного проводника, чтобы не заблудиться в протоках и иметь место для ночного отдыха. Последнее было особенно важно, ибо при разведке основное — это повышенное внимание к различным мелочам. Усталый наблюдатель волей-неволей будет пропускать детали ландшафта, и результаты работы сведутся на нет. Короче говоря, был нужен наш старый знакомый Михаил Александрович Шуварин с моторной лодкой и один толковый старательный помощник. Последним выразил желание стать молодой историк, работавший в Ленинградском университете, Сидоренко. Он был молод, здоров, тренирован и трудностей не боялся. Я взял его для участия в разведке 1962 года. Были намечены 3 маршрута: в западную дельту, в восточную дельту и в южную часть центральной дельты. Учитывая, что каждый маршрут потребует полной отдачи сил, работа планировалась с перерывами, которые можно было провести в более спокойной обстановке на раскопках бугра Степана Разина, тем более, что и этот объект не следовало выпускать из виду. План работ был, пожалуй, чрезмерно напряженным, но сулил успех и потому был принят к исполнению. 23 июля 1962 года, когда основной отряд проводил доследование бугра Степана Разина, я выехал на моторной лодке в маршрут по западной части дельты Волги. Нашей задачей было выяснение, где еще располагаются хазарские памятники и какие народы, кроме хазар, оставили следы своего пребывания в дельте Волги. Мелькнули вдали и скрылись за спиной купола Астраханского Кремля. Нас подхватило и повлекло быстрое течение Большой Волги. Кругом расстилалась широкая аллювиальная равнина, гладкая, как поверхность Тихого моря. Выходить на берег не имело смысла, потому что если в древности здесь и жили люди, то трансгрессия Каспия погребла их останки под донными отложениями. Поэтому, добравшись до села Икриново, мы свернули в проток Хурдун, вытекающий из Большой Волги на запад и снова впадающий в нее на 30 километров ниже. Ландшафт резко изменился. Хурдун извивался между продолговатыми беровскими буграми, покрытыми выжженной травой. Но самое тщательное обследование показало, что в средние века эта местность была необитаема. На одном бугре мы нашли 2 крохотных фрагмента гузской керамики, на других много обломков человеческих костей. Да, тут воевали, но не жили и не хоронили дорогих покойников. Чем дальше углублялись мы к западу, тем более Хурдун становился похож не на дельтовый проток, а на обыкновенную степную речку. Ландшафт вокруг нас примыкал к области подстепных ильменей,
и, собственно говоря, явился ее продолжением. Наконец, наш хурдун растекся в широкое мелкое озеро, густо заросшее водорослями. Дальше стало ехать трудно и незачем, и мы вернулись обратно, на берег самого большого судоходного протока Волги Бахтимира. Отражения ив, наклонившихся над берегом, плавно качались в струях мощной реки, пронизанной лучами восходящего солнца. Ивы стояли, как шеренга солдат, охраняющий берег от размыва, а за ними тянулась равнина, поросшая камышом вдвое выше человеческого роста. Над ровной гладью колеблющегося камыша виднелись круглые абрисы беровских бугров. В этом месте абсолютная отметка долины минус 25,6 метра, а бугра, стоявшего напротив нас, минус 9,9 метра. В эпоху поднятия уровня Каспия этот бугор был островом. Пока мы любовались пейзажем, заботливый Шуварин успел расспросить прохожего, и тот рассказал, что этот бугор называется «Чертово городище», потому что на нем валяются осколки кирпичей и костей. Сообщение заслуживало проверки, и мы, напившись чаю, чтобы выдержать день под солнцем, двинулись на запад по тропинкам, ведущим через камыш, к бугру, находившемуся на расстоянии около 5 километров от берега Бахтимира. Чертово городище. Бугор, к которому мы подошли, действительно был необычен. Это было видно еще со стороны. Обычные бугры имеют совершенно гладкие бока, более или менее оплывшие, а этот был изрыт водой, оставившей на его теле сухие русла глубиной до 2 метров. Откуда могли взяться ручьи, было ясно. Это остатки дождевых потоков, но ведь на других буграх их не было. Да и не могло быть, потому что дождевая вода сразу впитывается мягкой супесью, из которой сложены беровские бугры, и ручейков не образует. Если же ручеек появился, значит, вода накапливалась где-то наверху и потом стекала вниз. Как только мы поднялись и осмотрелись, все сделалось ясно. На широкой вершине бугра были отчетливо видны следы земляных полов из плотно убитой глины. Русла ручьев начинались непосредственно от них. Некогда здесь стояли дома. Тогда вода стекала с крыш на мягкую супесь поверхности бугра и не производила разрушения. Гибель зданий повлекла за собой образование луж на тех местах, где люди утоптали землю, а из луж вытекали ручьи, деформировавшие склоны бугра. Заметив это, я сделал вывод, что в дальнейшем будет легко издали отличать бугры, на которых в древности располагались поселки, от бугров незаселенных. Этот способ обещал стать крайне полезным при наблюдениях с лодки. Бок бугра мог рассматриваться как вывеска с приглашением археологу либо начать поиски, либо не тратить зря силы и плыть дальше. В самом деле, впоследствии это наблюдение подтвердилось и сэкономило нам много времени и сил. На этом бугре недостатков в находках не было. Четырехугольные пятна полов усеяны черепками, маленькими кусочками перержавевшего железа, угольками и костями убитых людей. Керамика точно датирует городище, XIV век. На ней голубая полива с темно-синим узором, точь-в-точь, как на развалинах великого города Сарая. Покопавшись, мы нашли 2 монеты: серебряную, дирхем хана Джанибека, 1340-1357 годы, и медную со стершейся надписью, которую потом в Эрмитаже определили как пул 60-х годов XIV века. Не могло возникнуть никакого сомнения, что это была татарская крепость. И как искусно ее укрепили. Бока бугра на западе и севере были срезаны, образуя отвес высотой 11 метров. Стены по краям обрыва были построены из татарского кирпича 22 на 30 на 4, розового, трещиноватого, прекрасно обожженного.
Кирпич приготовлялся вручную, и на фрагментах его поверхности видны следы пальцев рабочих, заглаживавших глину перед обжигом. Сейчас стен уже нет. Они растасканы местным населением для построек, и сохранились только обломки да случайно забытый один целый кирпич, который мы подобрали, чтобы увезти в Эрмитаж. А ведь еще в XVII веке это городище было заметно и даже отмечено в книге «Большому чертежу» в объяснительной записке к карте русских земель, составленной при Борисе Годунове. Грустно, когда гибнут города, но для этого всегда бывают исторические причины. А вот когда уничтожают памятники прошлого, это еще обиднее, ведь они никому не мешают. Выкопав несколько шурфов, мы убедились, что культурный слой на городище достигает всего 4 сантиметров. Это значит, что жизнь поселения была недолгой. Хазарских остатков не было вовсе. Значит, крепость построили сами золотоордынские татары на пустом месте. И тут возникает вопрос: зачем? Ведь, как уже было сказано, бугор чертова городища в XIV веке был островом, и глубины вокруг него достигали 6 метров. Добраться сюда можно было только на лодке, а в ветреную погоду не без риска. Так кому же хотелось или, может быть, было нужно тут жить? Эта загадка неразрешима без географии. В первом тысячелетии большая часть Волжской воды протекала через Ахтубу, а западная часть современной дельты была сухой степью. Когда же в XIII веке вода в Волге поднялась, она стала интенсивно подмывать правый берег и, наконец, прорыла свое современное русло. Тогда же Ахтубу занесло песком, восточные протоки обмелели и перестали быть водными путями, важными для торговли. Корабли из русской земли двинулись в Персию по западному протоку Бахтимиру, а навстречу им поплыли корабли персидских купцов. Торговля обогащала ханов Золотой Орды, но не кочевников соседней степи, примыкавшей к Волге с запада. Чтобы охранять торговый путь, давать купцам безопасный приют, наблюдать за порядком на широкой реке и поддерживать на ее берегах власть золотоордынского хана, была сооружена крепость на острове. Пока бугор омывали волны моря, крепость была неприступна. Как проходит мирская слава? Стоял в Золотой Орде престол хана Джанибека, и спокойно было в дельте Волги. Закачался престол под рукой Мамая, зашатался под пятой Тохтамыша и свалился под ноги Тимура. В апреле 1395 года в кровавой сече на берегу Терека ветераны Тимура опрокинули ополчение, собранное Тохтамышем, и вторглись в южно-русские степи, где уже не встретили сопротивления. Тохтамыш бежал в Булгар, покинув свою страну на разграбление победителю. Василий Дмитриевич Московский, собрав войско, преградил переправы через Оку и оберег землю русскую. Дагестанские князья Кули и Таус укрылись в горных замках, но замки были взяты и князья убиты. Зимою 1395 года Тимур подошел к Волге и осадил город Хаджи-Тархан, ныне район Астрахани на правом берегу Волги. Город сдался, но это его не спасло. Он был отдан на разграбление и сожжен. Та же судьба постигла столицу Золотой Орды, Сарай-Берке-хана. Следы пожарища вскрыты раскопками. Зима 1395 года была исключительно сурова. Много скота в степях померзло, и цены на мясо возросли. А если так, значит и море вокруг крепости чертова городища замерзло, а воины Тимура, возвращаясь домой через Дербентский проход, то есть по берегу Каспийского моря, не могли пройти мимо низовий Волги. Что было дальше, легко вообразить, и если даже что-нибудь случайное окажется неточным, то вся картина восстанавливается как неумолимая закономерность. Декабрь кончается, снег скрипит под копытами коней,
степной ветер сечет лица воинов. Они победили и идут домой, но они устали, голодны, замерзли, а впереди длинная дорога по пустыням, и пищу приходится покупать у купцов-маркетантов по 250 кибекских динаров за барана. Да тут никакой добычи на прокорм не хватит. Чу, впереди поселение, дома, пища, женщины. Посреди ледяного поля стоит небольшая крепость. Ее так легко взять. Да и надо взять, ведь там засел противник. Конечно, этот противник не опасен, и если пройти мимо, то можно никогда в жизни о нем не вспомнить. Но в крепости добыча, возможность накормить воинов, достать фураж для коней. А взять эту крепость проще простого. Так мог, так должен был думать командир чагатайского отряда в 1395 году. Если же он все-таки думал о своих женах в садах Бухары или вспоминал суру из Корана, то ему эти мысли не могли не подсказать его тавачии, сотники и даже ординарец, перед тем перекинувшийся словом с простыми всадниками. В тимуровской армии была жестокая дисциплина, заключавшаяся в том, что воины слушались эмира, а эмир прислушивался к воинам. Можно думать, что приступ был коротким, и пожар довершил остальное. Все обломки железных орудий или оружия были оплавлены в большом огне. Не было ни одного погребения, но обломки человеческих костей валялись всюду. Развалины стены домов лежали на бугре долго, но жителей среди них не было. Город превратился в городище за несколько часов. Когда мы закончили описание, жара уже спадала. Прежде чем покинуть это место, мне захотелось обойти бугор по подножью, чтобы рассмотреть его снизу. На западной стороне, неподалеку от искусственного обреза, я заметил куст тамариска. Было странно, что этот куст прибрежных пустынь и береговых валов оказался здесь, окруженный ивами, камышом и зелеными луговинами. Приглядевшись, я понял. Тамариск рос на обвале культурного слоя. Видимо, когда море уходило, кусты тамариска росли на намытых волнами песках, но это было давно, и другие растения успели вытеснить их. Этот же куст удержался, потому что он вырос не на естественной, а на исторической почве. Он был таким же остатком прошлого, как обломки кирпичей или черепки битой посуды, валявшиеся вокруг него. Черепки показывали то, что может сделать человек. Тамариск, как жестоко обходится со своими творениями природа. Он здесь одинок, а его родичей задавили камыши да ивы. И тут, прощаясь с чертовым городищем, я произнес стихи Омара Хайяма в своем довольно приблизительном, скорее смысловом переводе. «Видел птицу я, что села на руины Туса, положила пред собою череп Кай-Кауса и сказал: горе, горе, череп, видишь сам, где знамена, где литавры, где гарем, где храм». Слава мира сего проходит именно так. Тутинский бугор. Мы быстро спускались вниз по течению реки Бахтимира. Кругом расстилалась ровная поверхность морского дна, обнажившаяся за последние 100 лет. Встречались и бугры, но они были пусты. Очевидно, до подъема Каспия люди предпочитали жить у воды, а во время подъема на этих островах вообще нечего было делать. Когда река расширилась настолько, что начала постепенно переходить в залив, мы повернули на север, по другому протоку Старой Волги. Рельеф местности был тот же, но как изменился ландшафт. Огромный камыш рос прямо из воды. В протоках, отходящих к востоку, над поверхностью тихой воды поднимались лотосы. Воздух стал густым, насыщенным запахами растений и испарениями воды. Это была совсем другая страна. Путешествие показало нам уже немало.
Мы установили, что ни на протоках, граничащих со степью, ни в заболоченных низовьях хазарских памятников нет. Теперь мы стремились найти ту землю, которая была для хазар родной настолько, что они погребали в ней своих близких. По аналогии с находками, сделанными раньше, можно было представить себе ее внешний облик. Там должны были быть невысокие бугры, расположенные близко друг от друга, тихие реки с чистой водой, без изобилия водорослей, и между ними луга, а не болота. И когда после 6 дней мотания по дельте я увидел местность, похожую на ту, которую я ясно себе представил, мы сделали остановку и пошли обследовать Тутинский бугор, возвышавшийся между протоками Тобола и Камызяк. И там мы снова натолкнулись на погребение, ничем не отличавшееся по характеру захоронения от хазарских могил на бугре Степана Разина. Это означало, что мы нашли западную границу Хазарии. Сохранность погребений Тутинского бугра была крайне скверной, не то что в восточной дельте. Скелеты лежали прямо на поверхности, потому что это место ветреное, и супесчаная пыль, которой их присыпали, не залеживалась. Кости были вцементированы в затвердевшую поверхность бугра, и мы стерли ладони до мозолей, расковыривая землю вокруг скелетов и сосудов. Но это было неважно. Гораздо существеннее казалось нам то, что подтвердилась исходная точка зрения. Расселение народа и ландшафт точно соответствовали друг другу. По этому признаку мы могли очертить границы области, где жили хазары, а потом сделать выводы о том, как менялись физико-географические условия за 2000 лет. Ради такой перспективы можно было не жалеть ни о стертых руках, ни об изъеденных комарами лицах и ни об усталости, набрякшей во всем теле свинцовой тяжестью. От Тутинского бугра мы повернули на север, к Астрахани. Местность приобрела цивилизованный облик. Поля были возделаны, протоки обсажены аллеями ив, по асфальтовым дорогам шныряли автобусы. Но бугры по-прежнему привлекали наше внимание. И, наконец, на берегу реки Царев, на бугре Муллин, где помещалось татарское кладбище, мы набрали еще горсточку битой посуды, но не хазарской, а гусской. Итак, хазары жили не в окрестностях Астрахани, а южнее ее. Вот почему попытки найти Итиль на месте Хаджи-Тархана терпели полную неудачу. Там, где сухая степь, хазарских поселков и кладбищ нет. Путешествие по центральной дельте. От Тутинского бугра до широкой реки Бузан ландшафт не менялся, а находки встречались почти на каждом бугре. Особенно замечательным оказался бугор Бараний на протоке Болда. Он лежит в километре от берега реки, и там мы собрали коллекцию сосудов и черепков, более богатую, чем на бугре Степана Разина. Но наши попытки выйти через дельтовые протоки к морю и обследовать снова те острова, на которых я побывал с Алексиным в 1960 году, кончились неудачей. Большая часть притоков в устье мелела, и выход в море был закрыт густыми джунглями из кустов и камыша. Это были тупики. Когда же мы все-таки пробрались на простор через банк, проход для кораблей, где фарватер был углублен, то оказалось, что все острова за 3 года покрылись такой густой растительностью, что сойти на берег было невозможно. Деревья стояли густой живой изгородью, сквозь которую надо было бы прорубать просеку топором. Разумеется, найти что-либо в такой чаще было невозможно, и мы повернули назад к бугру Степана Разина. Работы на бугре подходили к концу. Удалось выяснить, что под кладбище использовалась только южная часть бугра. Это наблюдение мы проверили неоднократно, и оно везде подтвердилось. Вот еще одна загадка хазарской идеологии. Почему они пренебрегали северными склонами? Разрешение этой загадки не далось нам в руки. Разведочный отряд добился больших успехов.
Гели нашел на Малом Казенном бугре 3 хазарских погребения неплохой сохранности, на многих других окрестных буграх остатки разрушенных погребений и собрал большую коллекцию керамики. Теперь стало очевидно, что эта страна в хазарское время была населена очень густо. Ведь большая часть наземных погребений гибнет от безжалостного времени. По инструкции, которую я дал применительно к местным условиям, места находок привязывались нивелиром к топографическим знакам. Подтвердилось наблюдение, сделанное еще в 1960 году. Не было ни одной находки ниже абсолютной отметки минус 18 метров. Значит, море в XIII веке похозяйничало в этих местах. По возвращении из западного маршрута я присоединился к Гели, и мы вместе набрели на интересное явление — хазарские жилища. Возможно, они встречались нам и раньше, но мы обратили внимание и поняли находку только после посещения чертова городища. На одном из бугров Шике мы наткнулись на пятна от полов жилища, в которых увязли мелкие фрагменты железных орудий и керамики. Последняя дала нам датировку, она была хазарская. Видимо, на некоторых буграх во время трансгрессии Каспия ютились хазары, не хотевшие покинуть родную землю. Вода прибывала медленно, и, очевидно, какие-нибудь старики надеялись, что они доживут свой век и прокормятся на высоких местах, поэтому они и построили хижины на бугре. Позже, во время наших странствований по дельте, мы не раз встречали подобные пятна овальной формы, но края пятен были всегда столь расплывчаты и деформированы, что составить представление о хазарской архитектуре трудно. Ясно лишь, что это были жилища, подобные тем, в которых теперь живут казахи. Путешествие на восток дельты. 16 августа 1962 года мы с Гелией и неизменным Михаилом Александровичем Шувариным выехали на восток. Через протоки, которые стали для нас привычным пейзажем, мы выбрались в Бузан и Сумницу. Эти широкие реки четко разграничивают холмистую область центральной дельты, то есть Хазарию, и аллювиальную равнину, расстилающуюся на восток. Мы спустились по Сумнице к протокам ее низовий, где течение становится просто бешеным, несмотря на пологий рельеф. Чтобы хоть несколько часов отдохнуть от жужжания комаров и оводов и тяжелых испарений тростниковых джунглей, окаймляющих узкие протоки, мы вышли в Иголкинский банк, где землечерпалка прорыла канал для углубления фарватера. Вода в канале неслась как сумасшедшая, но кругом было море по колено, буквально, и мы с Гелией вышли на круглые островки, образованные выкидом землечерпалки. Вдруг кость, очень древняя и разбитая человеком, затем черепок, окатанный водой. Мы бросились искать и собрали целую коллекцию фрагментов больших сосудов из черной, плохо отмученной глины с вмятинами от пальцев древних мастеров. Кроме этих, нашлись еще черепки сероглинных, тонкостенных сосудов меньших размеров. И те, и другие были знакомы нам, так как аналогичные сосуды мы уже встречали в хазарских погребениях. Что означала эта находка? Землечерпалка прошла культурный слой хазарского поселения и выкинула черепки VI века со дна морского. Абсолютная отметка дна канала минус 29,6 метра. Так как ветровые нагоны в этой части Каспия достигают 2 метров, то во время существования поселения уровень моря должен был быть минимум на 3 метра ниже, то есть море стояло на отметке минус 32,5 метра. Такую же цифру мы получили при исследовании Дербентской стены. Значит, все наши расчеты подтвердились. Итак, наконец-то мы попали на самую древнюю хазарскую землю. Мы стояли по колено в воде, а между нашими ступнями и слоями, содержавшими хазарские памятники, было еще 1,5 метра донных отложений. Да,
Хазария — это в полном смысле русская Атлантида, а область Беровских бугров — только ее северная окраина. Гипотеза претворилась в реальность. Факты, подтвердившие мысль, лежали на моих ладонях. Однако возвращаться домой было рано. Надо было очертить Хазарию с северо-востока, так же, как мы очертили ее с запада. Мы поднялись по широкой реке Кигач, текущей в низких степных берегах, на которых мы находили только татарскую керамику XIV века. Здесь была сухая трава на склонах, легкий колючий воздух, так не похожий на густую атмосферу дельты, и у излученной реки мы увидели форпост пустыни, огромные барханы. Здесь не было следов хазарской керамики, но зато снова начали попадаться обломки гусских черепков. Граница Хазарии замкнулась. Мы вышли в Ахтубу и поднялись по ней, насколько позволил ее фарватер. Есть места, где песок намыт настолько, что эту могучую реку можно легко перейти вброд. На левом берегу Ахтубы количество гусских черепков местами очень велико. Очевидно, кочевники пригоняли сюда стада на зимовку, чтобы весной отойти обратно в Рын-Пески. Хазарских черепков здесь нет. Теперь, очертив границу Хазарии, мы можем и должны дать ответ на вопрос: были ли хазары кочевниками? Территория, на которой есть хазарские памятники, меньше всего пригодна для кочевого скотоводства. Летом пышные луга дают возможность прокормить большие стада. Зимой здесь есть укрытие в приречных лесах и возможности подкорма, если запасено сено. Возможно, что хазары весной выгоняли скот на близлежащие пастбища, но даже это предположение лишь гипотеза, которую невозможно ни доказать, ни обосновать. Рыболовам и садоводам кочевой быт всегда чужд, а жители дельты Волги были именно таковыми. Скорее всего, традиции кочевого быта сохранились у потомков тюркютов, поселившихся в Хазарии, и это дало повод многим исследователям считать хазар кочевым народом. Впрочем, оседлость не мешает ни совершать далекие походы, ни завоевывать чужие земли, ни жить за счет побежденных соседей. Все это хазары делали успешно, и не вопреки тому, что у них были села и нивы, как сказал поэт, а благодаря этому. И в те отдаленные времена для войны были нужны деньги, деньги и еще раз деньги, а интенсивное земледелие приносит больше прибавочного продукта, чем экстенсивное кочевое скотоводство. Маршруты, которые мы делали уже в 1963 году, позволили уточнить много деталей, но не дали ничего принципиально нового. Историческая география, сказав свое слово, уступила место археологии, науке о памятниках, погребениях и вещах в них найденных. Первые рассказывают о смерти, вторые — о былой жизни. Для исследователя то и другое одинаково важно.